Добрый вечер. Меня зовут Тамара, и я айтишница. Свой путь в IT я начала как бэкэнд-разработчик еще 5 лет назад. Сейчас я руковожу отделом проектного менеджмента в MedDevs. Для начала расскажу, кто мы такие и чем мы занимаемся, а затем дам небольшое напутствие тем, кто хочет развиваться в IT, кто действительно хочет становиться профессионалом и зарабатывать на этом деньги. MedDevs — это одна из крупных аутсорсинговых компаний в Бишкеке, и то, что мы работаем в сфере аутсорса, значит, что преимущественно имея команду в Бишкеке, мы работаем над проектами за рубежом, из Великобритании, из Америки, со стран Восточной Европы, Юго-Восточной Азии и так далее. Помимо этого у нас есть ребята, которые работают с нами удаленно, и в целом мы приветствуем культуру удаленной разработки. Это позволяет нам делать наши рабочие процессы и, конечно же, сама корпоративная культура. Вообще, MedDevs переводится как «безумные разработчики», то есть Mad Developers. И мы безумные не только потому, что временами перед дедлайнами, когда очень стрессуешь, разговариваешь сам с собой, ругаешься. Мы безумные, потому что мы горим желанием делать свою работу хорошо. Мы очень любим IT, и мы безумные еще и потому, что, находясь в Центральной Азии, мы очень голодные до новых возможностей. Возможность работать дома и жить в комфортных условиях в родной стране, при этом при желании путешествия куда угодно и работы откуда угодно, это то, что очень ценится людьми в странах Центральной Азии, в развивающихся странах. С чего все началось? Вообще, надо сказать, что несмотря на то, что компания официально появилась только в 2016 году, сам костяк команды, он сложился еще задолго до этого. И это были люди, которые стояли у истоков программирования в Кыргызстане, у истоков интернета в Кыргызстане, на самом деле. Это были люди, которые при очень ограниченном количестве информационных ресурсов все равно добивались своих целей и становились профессионалами своего дела. Костяк команды собрался в 2010 году, и все началось с создания инвестиционного холдинга The Farm, в рамках которого были реализованы такие проекты, как Number Media, Number Taxi, Number Food. И идея создания Number Media зародилась как раз благодаря тому, что внешние каналы интернета были плохо развиты в Кыргызстане, а во внутренних не хватало достаточных ресурсов, чтобы получать контент. Поэтому была создана Number KG. Это платформа для обмена видеоконтентом и видеостриминга. Платформа пользовалась популярностью, и, соответственно, программистов это обязывало делать продукт высокодоступным, устойчивым к перепадам, и чтобы он работал быстро. Потому что, я думаю, никто не любит, когда ты смотришь какое-то интересное кино, и на самом захватывающем моменте видео зависает, потому что час пик в городе, и ты просто ждешь, когда он спадет. Поэтому есть такая история одна, когда, представляете себе молодых ребят, очень увлеченных, и пятница вечер, вы идете в ночной клуб, тут вам звонит клиент, говорит, что платформа упала, потому что неполадки с сервером, сервера были тогда не облачные, сервер находился в Алмате, и вот вы срываетесь с ночного клуба, едете в Алмату, чтобы разбираться, в чем там дело, хотя плохо понимаете, что вообще происходит. Так вот, с таких самоотверженных людей начинался MedDevs. Затем, после Number Media, появились такие проекты, как Number Taxi, ака местный Uber,
и Number Food, служба доставки еды, похожая на Uber Eats. И надо сказать, что Uber Eats появились значительно позже, чем Number Food. Затем эти проекты стали расти, команда тоже стала развиваться, но чуть быстрее, чем проекты, и в какой-то момент основатели компании столкнулись с той проблемой, что либо сейчас они ничего не будут предпринимать, и тогда квалифицированные специалисты, они уйдут либо на фриланс, либо уедут за рубеж, либо нужно начать активно действовать, создать свою компанию и искать проекты. Собственно, вот так Mondev и появился. В начале августа 2016 года компания была оформлена юридически. На тот момент было 12 человек. У нас был один маленький офис в Бишкеке, и во главе был наш директор Алла Клименко. Сейчас она в нашем офисе в Лондоне, куда в последнее время часто ездит. Вот. И для Кыргызстана это было довольно необычно, что IT-компанией руководит женщина. А внутри компании мы ее ласково называем госпожой. Сейчас в компании уже более 100 сотрудников. У нас 2 офиса в Бишкеке, 1 в Лондоне. Сотрудники работают преимущественно в Бишкеке, но также есть ребята с Украины, с Узбекистана. С Таджикистана, кстати, пока не было, поэтому пишите нам. Мы очень ценим толковых специалистов, и неважно, они начинающие или у них вообще нет бэкграунда в IT, но они хотят учиться, так и уже довольно зрелых специалистов. И у нас в работе сейчас более 25 проектов одновременно. Все проекты разделены по командам. И некоторые команды распределенные, некоторые собраны в офисе, но в любом случае заказчики у нас всегда работают удаленно. Нашими клиентами являются бизнесы и начинающие стартапы в сферах образования, рекламы, логистики, многих других сферах, но что объединяет все эти проекты, так это то, что они инновационные и они довольно крупные. Помимо этого, мы работаем с клиентами не как подрядчики, а мы выступаем больше техническими партнерами, которые готовы поделиться своей экспертизой в индустрии. И один из наших проектов, например, это Teacherly, стартап в сфере образования в Великобритании. Это платформа, которая помогла сэкономить учителям время на планирование уроков и подготовки к ним. И знаете, за сколько можно создать урок на платформе Teacherly? Нет, гораздо меньше. Можно создать за 5 минут. Благодаря тому, что есть готовые шаблоны и есть возможность коллаборации с другими учителями. Сейчас эта платформа работает в Арабских Эмиратах, в Америке и в Великобритании. И надо сказать, что до недавнего времени, буквально вот месяц назад, только появился прямой конкурент у платформы. Другой проект начинался как внутренний проект. Сейчас он также участвует в довольно крупном стартап-акселераторе. Это Pekla Tool, инструмент для автоматизации контекстной рекламы, который также экономит время предпринимателям, интернет-маркетологам на написании текстов и планировании рекламной кампании. И он экономит до 50-70% времени. Поэтому главное правило, которому мы придерживаемся в своей работе, это не просто выпустить какой-то софт, а решить проблему конечных пользователей, сэкономить им время на автоматизации или привнести что-то новое в их жизнь, которое позволит им тратить больше времени не на рутину, а на более глобальные и интересные вещи.
Я рассказала про уберизацию 2 проектов, и сейчас хотела бы поподробнее остановиться на примере того, как мы это сделали в сфере транспорта во Вьетнаме. Проект начался довольно интересно. Один хороший друг компании переехал жить в Вьетнам и столкнулся там с проблемой очень неразвитого общественного транспорта. Есть либо байки, что дешево, но это неудобно, особенно неудобно в непогоду, особенно если ты офисный работник, который должен прилично выглядеть на рабочем месте и не опаздывать. Второй вариант — это такси. Такси очень дорогие, и цена очень сильно варьируется в зависимости от погоды. То есть, например, в дождь доехать куда-то относительно недалеко выйдет вам $30. Поэтому запустили свои автобусы. Чтобы сделать сервис более удобным, разработали клиентские приложения, водительское приложение и панель менеджера, где он может следить за аналитикой, а также создавать новые маршруты. Проект запустили не так давно, в начале года, но уже к текущему моменту количество пользователей, которые ездят на автобусах Gaudi, оно выросло в 12 раз. Сейчас у проекта появился новый инвестор, и планируются запуски автобусов в других городах во Вьетнаме и других странах Юго-Восточной Азии. Ну и этого бы ничего не произошло, если бы не усилия и слаженная работа команды. Поэтому, как и во всем аутсорсинге, команда и люди — это наш главный ресурс. Именно поэтому основной задачей основателей компании являлось создание комфортной атмосферы, в которой хотелось бы работать. И я не говорю тут о плюшках, типа печеньках в офисе, удобных стульях, мониторах, хотя это тоже, несомненно, важно. Я не говорю о тимбилдингах и странных конкурсах, где всю команду заставляют встать на клочок бумаги, чтобы сблизиться. Я говорю о взаимодействии между людьми, и в этом плане я очень сильно ценю гибкость и культуру компании, которая не строит сложных иерархий, и по-настоящему у каждого сотрудника есть возможность для развития, и каждый может предложить какую-то свою идею, и даже если он не хочет брать на себя ответственность за ее реализацию, компания всегда может помочь собрать команду, как, например, у нас есть ребята, которые запускают иногда свои инициативы, внутренние проекты, и вот именно для таких проектов компания может выделить целую команду, чтобы реализовывать вашу собственную идею. Ну и надо сказать, что помимо поддержки в развитии в виде поддержки инициатив, компания также очень интересно относится к ошибкам и провалам. Для всех нас это не катастрофа, это не повод для наказания, штрафа или увольнения. Это новый вызов и новая возможность для роста и развития. В сложных ситуациях всегда у тебя есть ментор, ты можешь обратиться абсолютно к любому сотруднику компании за помощью, и тебе действительно помогут, никто не будет от тебя отмахиваться. И мы действительно верим, что команда сильна ровно настолько, насколько силен ее самый слабый участник. И мы менторим друг друга. У нас есть своя система менторства, благодаря которой ты всегда понимаешь, куда тебе развиваться и как это делать. А еще большая часть наших сотрудников — это наши бывшие стажеры в разные периоды времени. И, во-первых, благодаря этому у нас появилась отлаженная программа стажировки, а во-вторых, все люди действительно разделяют культуру компании, и мы все вместе ее развиваем.
Помимо этого, мы стремимся поддерживать здоровые отношения в коллективе, и главным принципом является уважение. Уважение своих коллег вне зависимости. Это уборщица, стажер, директор. Мы уважаем всех, мы уважаем традиции друг друга. У нас действительно многонациональная команда. Треть наших сотрудников — это девушки, чему я очень рада и очень горжусь. Но это не значит, что мы делаем поблажки кому-то. У нас равные возможности для развития, и мы считаем, что все профессионалы. И еще одним таким немаловажным критерием является обмен знаниями между друг другом и накопление их. Когда команда многонациональная, у всех разные идеи, разные подходы к решению задач, это позволяет нам становиться более опытными. И ребята, они всегда готовы поделиться этим, поэтому с прошлого года мы ввели необязательные для посещения локальные митапы, мы их называем Mad Talks, и каждый сотрудник может выступить там, поделиться своими открытиями какими-то и получить плюшку от компании. Ну и может показаться, что в такой команде можно просто находиться, и ты уже будешь развиваться, и все будет здорово, но это не все, что предлагает аутсорсинг. Одним из классных преимуществ является возможность удаленной работы. Это могут быть как работа в кофейнях или остаться дома, потому что пришел ремонтник, так и командировки к заказчикам, чтобы укрепить отношения и лучше понять проблему, над которой вы работаете. Это могут быть зимовки в теплые страны, что стало довольно популярным в последние пару лет. Это могут быть участие в каких-то профессиональных конференциях и стартап-акселераторах. Вот, например, на первой картинке это наши ребята, которые работают над проектом Teacherly. Буквально летом они вместе с клиентом участвовали в стартап-акселераторе в Арабских Эмиратах. Как я уже сказала, мы поощряем выступления ребят на конференциях. И если есть желание, то команда поможет подготовить доклад, поможет выбрать тему и замолвить, так сказать, словечко перед организаторами, чтобы дать человеку возможность выступить. Мы участвуем в основном в конференциях пока что в России и в странах СНГ, но есть уже примеры участия и на конференциях в Европе. Помимо этого у нас есть довольно обширная офисная и электронная библиотека, и компания поощряет самообразование. Если, например, вы хотите взять какой-то курс, то в этом вас тоже поддержат. Ну и еще один момент — это наши внутренние проекты, которые либо инициируются самими сотрудниками, либо нацелены на автоматизацию рутинных процессов в компании, либо разрабатываются в дополнение к коммерческим проектам, чтобы сделать их лучше. Например, Комедиан — это чат-бот для автоматизации приемки стендапов и мониторинга работы команды. Как я уже сказала, наши процессы были выстроены с учетом удаленной работы, поэтому мы не собираемся все вместе в офлайне для митингов. У нас стендапы происходят асинхронно, и мы просто пишем их в канале в Slack, где сидит заказчик, и таким образом все находятся в курсе того, что происходит в проекте. Это повышает прозрачность, а чат-бот экономит время менеджера на то, чтобы напоминать разработчикам соблюдать процессы. Помимо этого, Комедиан высылает ежедневные отчеты о проделанной работе, и это тоже добавляет прозрачности, и нет необходимости самостоятельно
докладывать заказчику, что происходит в проекте. Два других проекта, Ariadna и Mad Location Manager, они были разработаны в поддержку такси. Например, Mad Location Manager позволяет точнее высчитывать стоимость поездки, сглаживая погрешность GPS-координат. А Ariadna использует open-source карты для того, чтобы лучше определять координаты клиента такси по введенному адресу, что позволяет водителям быстрее добираться до нужного места. Ну и подводя итоги, я бы хотела сказать, что если вы хотите стать профессионалами в IT или вообще пробовать себя в IT, то не бойтесь, даже если вам кажется, что общество давит на вас, или если вам кажется, что вы гуманитарий, а программирование — это слишком сложно. Не переживайте. Во-первых, программирование — это не единственная роль в IT, и есть еще много позиций, где навыки коммуникации гораздо важнее технических навыков. Это менеджера, маркетологи, HR и многое другое. Поэтому прежде чем отказываться от этой идеи, изучите направление. Не бойтесь совершать ошибки. Найдите себе ментора, который помог бы вам развиваться. И ищите поддержку в локальных сообществах. Например, и у нас, и в Душанбе есть сообщество Google Developers Group. Можно обращаться к ним за советами. Можно обращаться в местные IT-академии или искать курсы, где в программу включен чат с другими участниками. Обмен информацией и взаимодействие с людьми, которые находятся с вами на похожем уровне развития в профессии, очень сильно помогает расти. Ну, если не знаете, с чего начать, то у нас есть программа стажировки с нуля. И очень здорово, что первый этап, он удаленный. Это проверка человека на способность к самообучению и на его дисциплину. Затем, если все хорошо, то вы уже попадаете в некоммерческий проект. И если и тут у вас успех, то попадаете уже в коммерческий проект и на хорошую зарплату. Что очень классно в этой программе стажировки, это то, что на протяжении всего периода вас сопровождает ментор, к которому всегда можно обратиться за вопросами. И ментора очень открытые, но при этом строгие и справедливые. Вам нужно самому изучать очень много, прежде чем вы станете хорошим специалистом. Ну и, как говорится, welcome to the tribe. Здесь картинка верблюда, чтобы мы не забывали о своих корнях. То, что мы кочевники, если раньше мы кочевали с юртами, то сейчас все, что нам нужно, это воздух, чтобы дышать, и ноутбук с интернетом. Спасибо. Буду рада ответить на любые вопросы. Здравствуйте, Тамара. Хочу выразить вам благодарность за интересный слайд. И вот у меня был вопрос про проект Teacherly. Вот. Это, как я понял, это процесс дистанционного обучения, да? Не совсем. Это больше платформа для планирования уроков. То есть учителя создают там уроки, и да, возможность проведения классов удаленно, она тоже планируется в ближайшем будущем, но пока этого нет. Пока это только планирование. То есть принцип с Canvas он одинаковый, да? У вас... Да, похоже. Мы с ними тоже уже запартнерились, кстати. И вот у меня тоже был один вопрос про GoD, про виртуальное забронирование места в автобусе, да? Угу. И вот вы, как вы видите, возможно ли это сделать в Центральной Азии? Потому что, например, у нас в Таджикистане у нас автобусы как бы по принципу «займи стульчик».
у нас вообще невозможно как виртуально забронировать место. Ну, в Центральной Азии общественный транспорт работает чуть получше, и хотя это по принципу «займи стульчик себе сам», то все равно есть возможность перемещаться относительно дешево. Во Вьетнаме это частная компания уже. Я думаю, что это можно, потому что, ну, например, у вас многие люди, я заметила, пользуются такси, потому что оно довольно дешевое. Вот. Нет? Нет, не дешевое. Не знаю, мы вот приехали вчера, нам сказали, что у вас дешевое такси. Вот. Но я должна сказать то, что пилотный проект на этапах тестирования мы запускали в Бишкеке и возили, получается, сотрудников бизнес-центра, в котором я работаю. Мы их возили с микрорайонов в центр и обратно. И это вполне работало, потому что особенно зимой, особенно в непогоду, опять же, когда нужно стоять на остановке, легче переплатить немного за комфорт, но зато не стрессовать в дороге. То есть через приложение GoD можно забронировать место в общественном транспорте, в государственном транспорте? Нет, в частных. Это автобусы, которые ездят по определенным маршрутам, и там ты себе можешь забронировать место. Не будут ли возмущаться другие, что, например, они хотели, но они не успели? Или, то есть... Ну, если получается такая ситуация, что спрос больше, чем предложение, это просто означает, что нужно запустить еще один автобус по этому же маршруту, и все. Это же, наоборот, здорово. Тамара, очень спасибо за такую презентацию, да, вашей компании. Вот вы сказали, что у вас треть сотрудников — это девушки, да, женщины. Вот в какой сфере они в основном заняты? Это программирование или более это смежные, такие, как вы сказали, HR, Project Management и так далее? Спасибо. В основном они заняты в программировании, но на самом деле основной состав команды — это программисты. Вот. Поэтому большая часть девочек, они разработчицы. И, ну, тоже где-то треть от этой трети — это менеджера, HR, продажники. Да, по поводу, здравствуйте, хорошая презентация. Я по поводу автобусов так и не понял. Как бы ты должен забронировать, ты должен забронировать место, чтобы сесть, или как бы если автобус приехал, ты не можешь просто зайти и сесть, если не забронировал место, или как? Да, если автобус просто приехал, то ты не можешь туда сесть. Это вот, знаете, есть поездки Uber, когда ты разделяешь счет еще с несколькими людьми. Вот это примерно то же самое, только с автобусами. Поэтому прежде чем сесть в автобус, водитель проверяет, есть у тебя билет или нет. И если есть, то тогда ты едешь. Нужно обязательно заранее забронировать. Да, Что-то между автобусом и такси, да, получается? Да. Можно я просто скажу насчет автобусов, добавлю? В многих странах, не знаю, в Таджикистане у нас не практикуется, но в многих странах сидят там, где тебе дают место. То есть ты не стоишь, там есть правила дорожного движения и все такое, поэтому ты можешь заранее забронировать свое место. И особенно, когда между городами или между определенным, да, то есть дистанцией ты едешь. Поэтому у нас в Таджикистане можно и стоять, и там, не знаю, сидеть, и все такое. Поэтому этот сервис помогает, чтобы ты забронировал свое место заранее. Здравствуйте, Тамара. Было приятно послушать вашу презентацию. Скажите, пожалуйста, с чего начинался ваш путь именно вот в IT? Сложно было начать? Мой путь начался еще в школе. Я пошла на курсы программирования. Тогда это был первый поток бэкэнд-разработки. И я пошла в качестве эксперимента, потому что мама запретила мне работать официанткой. И вот. Это было так. Чуть-чуть такой подростковый протест. Потом увлеклась, поработала бэкэнд-разработчиком, и у меня был небольшой перерыв стажировки в международных организациях, но потом я поняла то, что IT мне очень нравится, мне привлекает гибкость, которая там есть, и
по-настоящему равные возможности для развития для всех. Вот. И уже пришла на стажировку проектным менеджером, и за 2 года в MadDevs выросла до руководителя отдела. Спасибо большое за ответ. Здравствуйте. Спасибо большое за выступление, мне очень понравилось. Очень интересная компания MadDevs. Это такой странный вопрос. Какой ваш любимый язык программирования? Я на самом деле уже давно не программирую, но, наверное, язык, на котором я училась, Ruby, да, он мне больше всего понравился. А какое-то нет названия? Ruby. Ruby. Спасибо большое. Все, спасибо большое всем.